حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة فكورة غدوك. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Кудси передал нам слова Всевышнего Аллаха. «О мои рабы, я сделал насилие запретным для себя, я сделал его запретным и для вас. Не совершайте насилие». Насилие – это недозволенное путем забирать чужое имущество, проявлять несправедливость, попирать права другого и переступать установленные шариатом границы, проявлять несправедливость при разделе земли. Это тоже насилие. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если человек путем насилия присвоит себе хоть 5 земли, эта земля со всеми ее 7 слоями обмотается вокруг его шеи. Наказание за этот грех будет мучительным, и насилие ни в коем случае не останется безответным. Всевышний Аллах азза ва джалла в Коране говорит: не думай, что Аллах не ведает, что творят притеснители, залимун. Он дает им отсрочку до того дня, когда от страха у них закатятся глаза. Всевышний Аллах дает людям время раскаяться в насилии и зле, которые они творили. По истечению этой отсрочки они получат мучительное и тяжкое наказание. Лучшие из притеснителей получат в этой жизни, а худшие в будущей жизни. Однако притеснителями являются не только совершающие плохие деяния, но и те, кто за ними следует, кто их оправдывает, боясь его притеснителя или желая получить от него выгоду. Всевышний Аллах азза ва джалла в Коране говорит: не склоняйтесь на сторону притеснителей, иначе огонь ада коснется и вас. Нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха, и никто не окажет вам поддержки. Когда Чеченская Республика, пользуясь поддержкой Центра, нарушая Конституцию и законы Российской Федерации и Республики Ингушетия, нарушая общечеловеческие нормы, кавказские традиции и войнавский этикет, аннексировали часть земли Ингушетии. Алимам Чечни и муфтиям Республик Северного Кавказа не подобало следовать за беззаконием и насилием, чтобы не оказаться в числе тех имамов, о которых наш досточтимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине больше всего я боюсь для своей уммы имамов, вводящих в заблуждение. Если алимы Чечни поддержали беззаконие и насилие в отношении братского народа из-за страха перед своим руководством, то что побудило вас, уважаемые муфтии республики Северного Кавказа, сделать односторонние выводы, не выслушав другую сторону? Большинство депутатов сделало заявление, что они не голосовали за ратификацию договора от 26 сентября 2018 года, подписанного главами 2 республик. А счетная комиссия фальсифицировала подсчет голосов. Народ Ингушетии, желая дойти до истины через совет тейпов, вызвал на шариатский суд своих депутатов установить, кто врет, депутаты или счетная комиссия. И после установления факта вранья принять в отношении виновных меры, разрешенные шариатом и не противоречащие законам Российской Федерации. Если вы, уважаемые муфтии Республик Северного Кавказа, по каким-то причинам не можете говорить правду и искать правду, то хотя бы не следуйте за несправедливостью. Вам не трудно было? Мне трудно было бы, когда мы стояли на митинге 14 дней, приехать и посмотреть воочию, и выслушать и нас, и ту сторону глав республик, и осудить действительно несправедливого, неправильно поступавших людей. Вы могли бы просто сказать: поехать посмотреть. Вот архитектурные строения, такие башни есть у других республик? Нет. Это у каждого, даже брат от брата отличается архитектурной стилью. Это наши родовые башни. На сегодняшний день Цароевых, Цачоевых, Мержоевых, Галаевых. И вы не захотели, не соизволили приехать, посмотреть хотя бы, есть такие башни или нет.
и осудили вы. Мы граждане Российской Федерации. Мы также граждане Ингушетии. Мы имеем полное право потребовать отчет от своих депутатов. И мы потребовали его. Депутаты, кто голосовал против, высказался, кто голосовал за, тех тоже мы знаем. А вы осудили односторонне. И кому в угоду, вы сами знаете. Аллах свидетель, Аллах видит, Аллах накажет тех, кто не прав.